Дуванский район Республики Башкортостан граничит со Свердловской областью, Мечетлинским, Кигинским, Салаватским, Нуримановским, Карайдельским, Аскинским районами. Центр – село Месикутово. В Дуванском районе есть и свои памятники природы. Гора Шихан, Тастуба, пещера Сабакай, заросли дикой вишни у села Ариево, реликтовая сосна Грань, Черношарское болото, озеро Мулино и комплекс болот в карстовых воронках между селами Улькунды, Митрофановка и Пичугино. Дуванский район – один из динамично развивающихся муниципальных образований Республики Башкортостан. Символично, что основная фигура его герба – бегущий золотой конь с развивающейся гривой. Это пример готовности к любым препятствиям, пример красоты, величия, доверия, безупречности и значимости коневодства для этой местности. В целом сельское хозяйство – одна из основных отраслей Дуванского района. И первый объект рабочей поездки главы Башкортостана Ради Хабирова по этому муниципальному образованию – сельхозкооператив Ярославский в селе Ярославка. Значит, 3 основных направления, которые есть у нас – это производство молока, мяса и зерновых культур. И, значит, имеем 2 статуса племенных хозяйств. Статусы какие у нас? Это по выращиванию молодняка лимузинской породы, мясного направления, и черно-пестрого скота, молочного направления. Ну а также производство, выращивание и доработка семян зерновых, зернобобовых, масличных культур. Работы по модернизации зерносклада мы уже ведем 5-й год. Начали мы вот с этой сушилки. Сотовая сушилка. Была она СОС-4. Чем она отличается? Мы можем начать с небольшого, вот с 400, сегодня у нас уже 800. В этом году мы провели модернизацию, увеличили мощность в 2 раза. Теперь уже пропускная способность 20 тонн в час. Год, конечно, в этом году крайне нестандартный, я уже тоже говорил об этом. Тяжелый, очень тяжелый. Именно будет влиять очень сильно на качество семян. В этом году нам не удалось сохранить семена пшеницы озимой и тритикали. То есть это тоже культура озимая. Скорости там вообще не будет. Возможно, на следующий год мы уже ничего не будем иметь. То есть пока откажемся от этих культур, оставим озимую только рожь. Но из яровых культур у нас в этом году сильно пострадала пшеница. Также будет крайне низкая схожесть, поэтому также я вопрос обозначал, что, возможно, понадобится какая-то помощь именно нашей республике по обеспечению семенами. Но думаю, что зимой, весной этот вопрос будут все поднимать. Да, конечно. Раз мы провели модернизацию самой сушилки, а почему мы это сделали? Мы в этом году купили комбайны, 2 новых комбайна. Но раз комбайны с более высокой производительностью, соответственно, мы должны были поднять мощность сушилки, что мы также сделали. И 4 года назад, когда мы эту сушилку запускали, у нас уже стояла 2-я очередь, чтобы построить завод по доработке семян. Вот как раз здесь мы сделали площадку, подготовили. Это площадка, на которой будет располагаться этот завод. Пока возможности не имеем, почему мы вступили в проект, хотим участвовать в этом приоритетном инвестиционном проекте, чтобы при помощи каких-то субсидий, при помощи банков, Росагролизинга мы смогли здесь все-таки поставить завод по доработке семян и снабжать этими семенами весь северо-восток нашей республики. Конечно, всех мы не снабдим, но, по крайней мере, 50% эту нишу можно будет точно занять. А с Росагролизингом переговоры провели, нет еще? Они готовы да. На фермы, на такие заводы и так далее. Условия-то неплохие у них? Неплохие. Мы в этом году взяли трактор и взяли плуг. Я тоже покажу и расскажу. Кроме того, что здесь мощность сушилки увеличили, в этом году купили еще сепаратор для предварительной очистки семян на другую сушилку. И вот там дальше мы в прошлом году, видите, крыша, запустили доработку продовольственного зерна. Доработку продовольственного зерна, чтобы машины, которые приходят, а машины приходят у нас сейчас очень высокие, а у нас все зерносклады были сделаны под ГАЗ-53, вы это знаете, да?
и пришлось наращивать, поднимать бункера выше. И естественно, чтобы машина, которая приходит, могла сразу загрузиться, чтобы мы не грузились с асфальта. Такое тоже было. Сегодня есть нехватка людей, есть нехватка ресурсов определенных, поэтому нужно идти по пути повышения производительности труда. Вот это то, что касается зерносклада. Конечно, тут очень много предстоит на будущие годы сделать. Если удастся все это нам реализовать, конечно, будет очень хорошее подспорье всем, и нам тоже. И качество зерна гораздо сильно повысится. Ну, чтобы все-таки субсидии сохранились. Субсидии. Потому что самим нам не осилить, чтобы платить полностью кредиты, Росагролизинг. Какие-то нужны субсидии. Проработать вопрос именно. Вы когда хотите уже на 21 год или на 22? Мы в этом году уже участвуем. В этом году потратили 50 миллионов. Ну, разных средств, понятно, Росагролизинг, Россельхозбанк, собственные средства около 8-9 миллионов потратили на все. Поэтому мы уже стартовали. Немножко цена на зерно поднялась. У нас появились селенки, чтобы идти дальше. А зерно что делаете? Продавать сейчас будете или хранить? По-разному. По-разному. Что-то продаем. А куда продаете? А продаем в основном Екатеринбург, Пермь. Да. Екатеринбург и Пермь. Вот здесь у нас недавно построенный цех по производству комбикорма для КРС свиней. Можем зайти, если интересно. Давайте. С нуля мы его построили. А здесь какие-то субсидии на размещение брали? Нет, тут мы ничего не брали. В общем, чем примечательно, вот это вот мы корм экструдируем зерно, то есть он сжимается, да, сильно сжимается, 100 атмосфер, а потом, выходя, взрывается. И высвобождается сахара и температура до 180 градусов. То есть происходит еще и термическая обработка. Это как попкорн получается. Запах чувствуете? Да. И вот потом, после того, как оттуда вышло, оно измельчается и подается вот здесь у нас смесители. Вводим до 20%. Тут добавки уже, да? А тут уже и добавки. А кто берет? Наши местные? Ну, мы берем премиксы. Премиксы добавляется вот этот дозатор. Нет, я говорю, хозяйства какие? Местные берут, да? Нет, мы отдаем пока своим. Своим. Мы своей скотине даем, ну и снабжаем своих работников. Там дальше стоит гранулятор, который уже гранулы получается. Но в данный момент сломанный. Заказали запчасти. И уже корм подается на стол скоту в гранулированном виде. Более легко усвояемый. То есть полностью все смешивается, весы здесь стоят, дозаторы. Вот тут бункер на 4 культуры, чтобы можно было комбинировать. Скажем так, где-то рожь, где-то ячмень, где-то еще машина заходит, высыпает. Машина заходит, вываливает, 4 бункера. Вот этим шлангом забирается вентилятор, сразу дробилка с вентилятором, и уже измельченный подается смеситель. Хорошо, нам нравится. Да, в одном месте находится все такое производство. А работает в основном селяне, да, вот этого села? Есть у нас селяне еще из 2 соседних сел. То есть есть, да. Сколько хозяйств работает у вас? 150 человек. 150 человек. Вот как раз здесь 2 комбайна, которые мы приобрели. Вот Акрос 585. А Кирец, где взять? Кирец, да? Сейчас я расскажу. Вот. И купили 2 очёршие жатки. Все по Россельхозбанку. Эта жатка позволяет меньше нагружать комбайн. Отработала она же, да? Жатки еще не работали, мы их на лен пустили. Вот так, да. То есть чисто на лен. Чтобы на льне они себя показали, как надо. А вот приоритетный проект вы по поводу вот того, ну, второй очереди, да? Не только. Чтобы мы и в полях могли выращивать качественно, хорошо. И чтобы и на зерноскладе зерно могли готовить правильно. То есть нужны хорошие машины в поле для того, чтобы вырастить качественное зерно. С сельхозом отрабатываете, да? Отрабатываем, все хорошо. Ладно, хорошо. Спасибо. Все. Спасибо вам. Спасибо. Ну, будем помогать. Ну, надо помогать, да. Так, все мокрые, слушайте, мы сейчас все переболеем. Давайте по машинам, все.
Ратифович, республика помогает субсидиями и таким предприятиям, и другим. И вот в данном случае купили на наши средства Нет, они пока на свои, на заемные средства. Наша задача, вот у нас есть должок перед селянами, я говорю, где-то порядка 700 миллионов. И вот сейчас тоже это, повторяю, мы все эти долги вернем. Сейчас финансовая ситуация сложная в республике, поэтому я к селянам и обращался, потерпите немножко. Но мы не только вернем, но мы и дальше эти программы. Сейчас я селян очень прошу, чтобы они начали более активно сотрудничать с Росагролизингом. Там хорошие условия, но опять же при помощи, с некоторым нашим участием при субсидировании, по-другому никак. Это юридические лица? Да, Кооперативы? конечно. Да, это юридические лица, конечно. А что за долги, о которых вы говорите? Что это? Мы должны, селянам мы обещали субсидирование. В общей сложности по кругу, по республике это 700 миллионов. Вот мы сейчас изыскиваем средства, чтобы с ними потихонечку рассчитываться. В этом году? В этом году не получится, это уже на 2021 год уйдет, но мы рассчитаем. Спасибо. На благодатной земле Дуванского района Республики Башкортостан выросли политические и государственные деятели, известные ученые, яркие личности в культуре и искусстве. Герой социалистического труда, трактористка колхоза «Россия» Анастасия Ожогова. Самат Валеев, 23 года, был министром финансов Башкирской ССР. Почетный полярник Владимир Смирнов. Он возглавлял геофизическую службу на Северном полюсе и в Антарктиде. В современном Дуванском районе Республики Башкортостан тоже растут яркие личности, и задача власти – предоставить им для этого максимум возможностей. Дуванский социально-культурный центр – одна из площадок для проявления талантов. Глава Башкортостана Ради Хабиров на этом объекте. Здравствуйте. 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 Проходите, пожалуйста. Это наш выставочный зал. Также мы его используем как дискотечный зал. Оснащен звуковой аппаратурой и светомузыкой. Молодежь очень доволен, нравится. Дискотеки проводите? Проводим. То есть для Да. молодежи. Проводили. Молодежь очень А театр открыли? Идемте сюда. Зрительный зал. Также Это вы можете жить, не повидав один из самых красивых аулов на свете. Трудно вам, конечно. А ведь есть люди, которые не только повидали этот аул. Такое качество, но и конечно, народ излучания. очень хорошо народ ходит. Иначе проезжает Да, близлежащие села. В наше сельское поселение входит 9 населенных пунктов. В селе Дуван проживает 3650 человек. Зал рассчитан на 300 мест. Зал оснащен, вы как видите, киноэкраном современным, звуковой аппаратурой. Концерт у вас здесь Конечно, проводится? концерты, спектакли, театрализованные представления. Это просто 10 лет мы ждали этого зала. Люди плакали на открытии и думали, вообще никогда в жизни не дождутся. То есть это большой-большой подарок. Тем более в этом году у нас юбилей села, 260 лет. Юбилей района 90 лет, юбилей колледжа, юбилей даже нашего Дуванского народного хора. И такой подарок, это еще и вы у нас такой подарок. Спасибо огромное. Пойдемте, мы вам покажем наши кабинеты. Хочу сказать, что вообще в планах у нас, конечно, так и построить у вас бассейн и ледовый дворец. Это вот следующий этап, но это займет года 2 точно. Ну, считайте, 21, 22, где-то вот между 22 и 23 появится такой мощный центр. По сути, на северо-восток в большей степени. Культура есть место, где... Мы терпеливо будем ждать. Пройдемте на второй этаж, пожалуйста. На втором этаже у нас расположен фитнес-зал и хореографический класс. Методисты есть, да, вот у вас всякие секции там Конечно, есть, да? конечно, Всё, естественно. Вы же муниципальная, Да, получается? у нас 17 клубных формирований. вот так, Более 350 человек занимаются в наших кружках. Пойдемте в фитнес-зал. Зал оснащен. Пойдемте сюда. Как видите, Ух ты, современными тренажерами. Есть это беговые дорожки, велотренажеры для силовых. Инструктор есть, да? Инструкторы есть. С образованием инструкторы у нас очень замечательные. У нас приходят дети, где-то в количестве 60 человек только детей. Также у нас занимается взрослое население вечером, кто с работы приходит. А уже до обеда у нас 55+. Ну да. Очень активно. То есть занято. Да, да. Для людей это огромный подарок. Здорово, да. Пройдемте дальше. Зал для хореографии.
Пройдемте, пожалуйста. Здравствуйте. Смотрите. У нас сейчас Молодцы. снег, Ага. Ну такие все красивые невозможно. у нас очень красивые детки растут. Да, замечательно. Да. Вам нравится заниматься? Да. Нравится? Здорово. Занимайтесь. Это очень-очень здорово. Молодцы. Ну и учитесь хорошо только. Спасибо. Я говорю, вот девочки, чтобы тоже знали, годика через 2 мы, ну, в соседнем, там Месигутово, вам еще бассейн построим или Ледовый дворец построим, чтобы фигурное катание у вас было. Поэтому вот подождите немножко. Спасибо, до свидания. До свидания. Так. Пойдемте, пожалуйста, дальше по коридору. Большой какой, да? Сколько квадратных метров? 1800, по-моему. 1800. Здесь душевые кабины. Оснащены, значит, и персональными шкафчиками, и душевой просторный. Отлично. Дальше по коридору у нас библиотека. Библиотеки, Кружки. детская библиотека, да, детская библиотека, которая, значит, у нас А ходят в библиотеку дети? очень ходит. Ходят, В правда? детскую библиотеку у нас ходят около 1000 Здравствуйте. Здравствуйте. детей в год. Так, здесь как бы читальный зал, а там абонемент, зона абонемента. Берут книги? Здравствуйте. Да. Здравствуйте. Лидия Файзуловна, наша привет. детская библиотека заведующая. Вот как раз детки на Это занятия. внешкольное занятие Да, какое-то? это внеурочное чтение у нас проходит. А берут детишки вот школы-то? Домой берут, да? Да, обязательно. Серьезно? Каждый день, да, серьезно. А интернет есть? Вот здесь есть? Конечно. Есть, да? То есть, если что, можно там и посмотреть что-то. Да. Всю информацию могут получить через интернет. А вот скажите, вот в такой форме, в вашей школе такая форма, нет? Или серьезно? Такая? Так по всему району сделали или как? Нет, каждая школа сама, в принципе, Ну, определяет. вот такое. Ну, очень здорово, мне кажется, и красиво, как. Вон какие нарядные. Ладно, мешать не будем. Спасибо, всего доброго. До свидания, девочки. Предлагаю пройти дальше. Следующая у нас зональная библиотека. В этом году, кстати, этой библиотеке тоже 120 лет. Здесь есть уникальные дореволюционные книги. Ух ты. Проходите, пожалуйста. Здравствуйте. Следующая. Здравствуйте. Здравствуйте. Потыкова Елена Юрьевна. Доброго здоровья всем. Вас приветствует Уланская зональная библиотека. Библиотека спросом пользуется. У нас все очень хорошо. Большое спасибо за такое прекрасное здание. Очень всем нравится. Единственное, у нас небольшая проблема. Книг маловато. Современных, художественных. Ну вы скажите, какие вот я вам как. А это А это, это вы вот ваши знаете, эти. Да, наш замечательный экспонат. Это словарь братьев Гранат энциклопедический 1891 года. Наша библиотека была открыта на средства мецената Златоустовского уезда Пашкина. И вот первые книги у нас были вот с таким вот, с такой печатью. Иланская, ага. Эти Это получается, ну, дореволюционная, да? Да, какая да. создался, да? первая была библиотека-читальня у нас. Работала там. Федор Федорович, Женщина. смотрите, вот в те годы, посмотрите качество бумаги. Вот прошу, какая бумага качественная. Да, и она не сохранилась до этих лет. Вот вообще Если качественная да. бумага. Каждый раз трогаю и удивляюсь. Это, конечно, большое спасибо предыдущим библиотекарям, Ну, которые конечно. сумели сохранить. А есть пожелания-то какие-то оформленные? Я вам прям быстро организую. Какие книги-то вам нужны? Есть список, нет? Книги, вот список. А тогда вот запишите, Федор Федорович, дайте список, да, куратору, и прям не тяните, не дадите. Я в течение там недели-двух вам книги сюда пришлю. Ну, если люди читают, я так понимаю, на селе читает, да? Вот Читают, как, да. в городе-то все в интернете сидят. Ну, у нас на селе читают, у нас даже молодежь читает. Это очень радует. Не болеете, как коронавирус-то вас не мучает? Бережете себя как-то? Вот я... Ага. В больнице вообще как дела? Нормально здесь, мы же участковая больница, модульную построили, одну из первых в республике. Амбулатория она, да? Она участковая. А участковая, да? Да, на участковой больнице со всеми там, процедурами, да. Врачи здесь. Ну ладно. Ничего больше не нужно? Нет, всем Ну довольны. ладно. До свидания. Всего доброго. Да, будьте здоровы. До свидания. Дальше предлагаю посмотреть помещение музыкальной школы. У нас на базе нашего Дома культуры, значит, хоровое отделение есть. У вас хоровое отделение, пожалуйста, посмотрите. Здесь тоже у нас детки.
Здравствуйте. Это будущие певицы, руководители Черезова. Хоровое отделение Черезова Людмила Викторовна. Идет урок у нас хоровое пение. Ходят вообще, да? Что-то мальчиков только нет. Мальчиков нету, да, девочки. Девочка только, да. В подготовительном классе очень много В мальчиков. подготовительном классе у нас ходят. Там малыши и детсадники, там Ага, много. ага. И, кстати, хотела бы заметить, что это наша выпускница. Она луганская, она местная. То есть кадры... А что закончили вы? У меня 3 высших образования. Первое образование Пермский государственный университет, закончила бакалавр, второе магистр Челябинский институт культуры и 3 образование Башкирский государственный педагогический университет. А там что? Педагог дополнительного образования. А вот вы сейчас работаете так, да? Чтобы конкретно работать в музыкальной школе. Ой, как здорово, когда возвращаетесь. Возвращаются, да. Тем более с Сама таким девочка у нас с 5 образованием. лет тоже Да. на сцене, в Доме культуры здесь. А у вас всегда. родители здесь или? Да, То есть вы, родители здесь да. живут. Поэтому вернулась еще из-за родителей и Семья. прививать любовь к музыке. у Покажите, детей. может, что-нибудь. Ну давайте. Ну, пока не маленький еще, как это Да. мальчики. Еще раз. Спасибо, молодцы. Спасибо, Людмила Викторовна. Пройдемте дальше. Пожалуй, это самое популярное отделение хоровое и хореографическое. Здесь очень Это у много нас всего. директор музыкальной школы Ахмедгалеева Елена Владимировна. Елена Владимировна, Так, Здравствуйте. класс фортепиано. Пианисты, понятно, что у нас не все. Вот у нас мальчики здесь как раз и есть. Так, Лёва, нам немножечко сыграешь, может быть? Слушайте. Конечно. Садитесь. Молодец, здорово. Это вот, ну, как внешкольный кружок, они приходят? Это дополнительное музыкальная образование, школа? это музыкальная школа. Здесь замечательно. Вот у нас сразу целое крыло. А сколько педагогов здесь. вот в музыкальной школе? Педагогов у нас здесь 5 человек работает. По штату хватает или еще? Дело в том, что у нас школа вообще на 5 сел. И здесь это всего лишь только филиал, но самый, можно сказать, большой. И самый великолепно оснащенный, где есть все. У нас таких цифровых фортепиано аж 4. А сколько детей всего занимается? Сейчас детей у нас 67 человек, вот хореографы, хоровики, пианисты. Здорово. И баян у нас тоже как бы намечается. Так, здесь очень удобно вход с улицы Ленина. То есть вход центральный, получается, с улицы Пионерской, а здесь вход с улицы Ленина. И сюда заходить можно, вот подняться в библиотеку, музыкальную школу, а также администрация сельского поселения. А тоже здесь, да? Да, В одном здании? тоже находится у нас здесь администрация. Военно, это получается Белосильского поселения, так, управа делами, специалист, инспектор военно-учетного. Да, очень удобно, вот все вместе, на самом деле. А сюда уже закулисье, там пленочник, гостинерка, в общем, и вход уже на сцену с этой стороны. Очень тоже удобно. Здесь у нас зона идет также все служит, значит, санузлов. Когда мы раньше такого даже не мечтали, что у нас будет. Поэтому... Здравствуйте. 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 Наш актив всегда. Здравствуйте. Благодарные наши жители, зрители. Как настроение? Нормально? Да, дай Бог. Ладно. Есть какие-то вопросы? Так вот мне, вот знаете, Давайте. о нашей школе замолвить Какой? слово. Какой? Луганской средней. А Раз что уж вы в Дуване, хочется, чтобы вы ее тоже посетили. Дело в том, что, наверное, немного в республике сельских школ, из которых вышло 2 героя Советского Союза. Немного, да. Поэтому Она, загляните, Ну, ремонт. узнайте, чем она сегодня Да, ремонт. живет. Ну, мы посмотрим так особо, если ремонт... Я поясню, это дочь героя Советского Союза, по Степану Андреевичу Михляеву, поэтому... Мы проедем сегодня потихонечку. Ну и чтобы вы тоже знали, я сказал, мы начинаем проектирование, так вот Валерий Михайлович подтверждает.
ну, в Месигутово, но все равно рядом бассейн и Ледовый дворец. Но все равно ваши же дети там и будут заниматься, туда есть что-то. Поэтому вот этот вот большой объект где-то года на 2, наверное, займет. Вот из тех больших объектов, которые у вас пока строить будем. Вот, пока так. Молодцы, что в масках, берегите себя. Немножко продержаться нам надо будет и так далее. Спасибо огромное. Да. Ради Фаритович, пожалуйста, пожелания 2 слова и ваш автограф Конечно. на память нам. Спасибо. Спасибо вам огромное. Спасибо. Всего доброго. Спасибо. Спасибо Берегите себя, большое. пожалуйста. До свидания. Всего Всего доброго доброго. вам. Спасибо. До свидания. Спасибо. Спасибо большое. Буду вам заглядывать вам. огромное. Спасибо. Давайте. Всего доброго. Всего доброго. До Здоровья свидания. вам. Спасибо. Фаритович. Не зря строим. Нет, конечно. Вот видите, сколько людей, взрослых, детей. Здравствуйте. Здравствуйте. О, в храм? Ой, заглянул, может быть, даже, да. Посмотрю сейчас. Спасибо. 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 Батюшка-то хороший? Да. Ладно. У нас в этом году много школ, садов сдали. Прям много. В прошлом году мы сдали больше. Прошлый год вообще был рекордный. Садиков, школ много сдали. В этом году садиков больше сдаем, чем в прошлом году. Школ чуть поменьше. Ну, где-то до 2024 года у нас планы понятные. Вот. Пока так. Спасибо.